Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию швейный оверлок Mark GL700D-5, пятиниточный оверлок. Хотел бы рассказать про регулировку этого оверлока, также регулировка длина стежка, дифференциальное продвижение, что это такое, и как заливать масло в этот оверлок. Начнем с того, как залить масло. При заливке масла получается, откручиваем вот это вот окошко. Сюда ставится специальная воронка, заливается масло сюда, закручиваем, смотрим вот сюда, то есть при заливке вы смотрите вот сюда вот смотровое окно. Вот там внутри получается видно, что два деления. Вот, и получается ниже первого деления, либо выше второго. Получается, ниже первого деления не должно быть масла, и выше второго. То есть сильно переливать тоже нельзя, не рекомендуется, потому что будет где-то просачиваться масло на больших скоростях. Также в этом оверлоке установлен фильтр. Вот, его меняют где-то, приблизительно, может быть, там раз в год можно поменять. То есть он сам как бы очищает само масло, которое поступает в сам оверлок. Вот он на 3 винтах выкручивается, достается, там специально такой желтый фильтр идет, ставится. Этот фильтр, кстати, он также в комплектации оверлока идет запасной. Регулировка длина стежка на оверлоке, открывается вот эта боковая крышка. Есть вот такая специальная кнопочка, вот она, видите? Вот эту кнопочку придавливаем, тем самым по правую сторону маховое колесо. Вот оно у нас находится, смотрите, маховое колесо, оно идет с делениями у нас. Вы его начинаете вращать. По мере вращения задавливаете вот эту кнопочку. Она должна, получается, у вас защелкнуться. Вот. На некоторых оверлоках она защелкивается, на некоторых она просто чувствуется какое-то как бы западание такое получается. То есть это нужно будет прочувствовать. Вот, придавливаете, держите и начинаете регулировать сам шаг, стежок. Да, вот какой вам нужен, допустим, вот. Ставим определенно вот здесь вот деление на оверлоке. Грубо 3 поставили, длину шага. И вот здесь вот эту кнопочку отпускаете. Все, у вас зафиксировалась длина стежка на отметке 3 мм. Также в этом оверлоке есть система дифференциального продвижения. Она находится вот здесь вот. Эта вот штука, она как бы сделана для того, чтобы намеренно сделать посадку материала, либо наоборот ее вытяжку. Для этого откидывается лапка боковая, вот, чтобы продемонстрировать вам, что такое дифференциальное продвижение. Здесь видите 2 транспортера подачи. Вот это первый, вот это второй. То есть они работают независимо друг от друга. То есть если вы откручиваете вот эту штуку, отпускаете в нижнее положение, получается, и фиксируете ее, то у вас получается задний транспортер ткани, он более замедленный, начинает медленно работать. Передний начинает быстрее работать. Тем самым у вас получается такая вот намеренная сборка. Если вы наоборот хотите вытянуть материал, чтобы у вас он не собирался, наоборот, дифференциальное продвижение подаете в верхнее положение, зафиксируете его, и в результате у вас получается нижний транспортер работает быстрее, чем передний. Тем самым вытягивается строчка, сам материал. Вот в эти маленькие контейнера заливается специальное швейное масло. То есть не то, которое мы заливаем в сам оверлок, а сюда вот заливается специально силиконовое масло. Оно, как правило, идет в комплекте в машинках, в маленьких там таких емкостях. Вот. Либо покупаете у нас там где-то примерно, они идут в литровых емкостях. Вот. Сюда заливается грамм 20-30 где-то примерно приблизительно. Это для чего заливается сюда масло? Заливается для того, чтобы смазывать вот саму ниточку вот эту вот, да? Чтобы в процессе шитья на высоких скоростях получается, как бы убирает статику, во-первых, ниток, она перестает крутиться. Затем смазывает саму ниточку, тем самым убирает вот этот перегрев иглы.
И более, как бы, получается качественная строчка. Вот. Сокращает вот это вот трение между иглой и нитью. Это масло специальное, оно как бы не оставляет пятен на ткани. То есть после высыхания оно просто испаряется и потом не оставляется никаких там всевозможных пятен и тому подобное. Примерно после года использования вот этого оверлока, если вот вы захотели поменять масло, вот здесь вот специальный сливной винт идет. Вот вы его выкручиваете, ставите на край стола, вот как сейчас у нас он находится, ставите какую-нибудь канистру, можно там ведро, без разницы, откручиваете винт и вот так вот наклоняете, то есть сливаете полностью масло с этого оверлока, затем закручиваете опять винт. Повторно выкручивается вот это смотровое окошко, ставится воронка, заливается масло. Притом, когда вы заливаете масло, вы опять же сюда смотрите вот в смотровое окно, где у нас показывает уровень масла. То есть, опять же, уровень масла регулируется за счет вот этих вот делений, да? Ниже первого деления не должно падать масло и выше второго не должно превышать. Иголочки можно применять таких брендов, как Schmetz, Grossbaker, Argan. Вот, очень качественно должен. И смотрите обязательно, чтобы качественные ниточки были. Мы рекомендуем швейные нитки компании Emash.